Сабағы көрібін ажаремақсына. Қарағана, қағанды... Нас с сестрой привезли на премьеру «Утро Лены». Этот легендарный спектакль, который был закрыт после первой же постановки. Но саму постановку нам, к сожалению, не удалось посмотреть, потому что после первого акта нас с сестрой отправили отдыхать на квартиру одного из знакомых родителей. Было уже поздно. Мы очень долго ждали родителей. Они пришли где-то в 4 утра. Мама была очень бледная. И единственное, что она сказала, вашего отца чуть не посадили. Бұданың сілтер сақалар, бір соңға болан қалар бұд. В драме «Утро Лены», по-другому ее еще называли «Утро Туймады», народный поэт и писатель Иван Гоголев отразил самое сложное историческое событие – первую встречу русских с якутами. Из произведения вытекала основная мысль – в мире нет малых народов, есть малочисленные. И у каждого своя неповторимая культура, своя душа, свое сердце и свое миропонимание. Все народу по духу велики. Автор признавался в любви к своему народу, к своей малой и большой родине, так же искренне, как к родной матери. Ведь это дико не любить других за то, что у них иные черты лица или другой язык. Так мыслил Иван Гоголев о воссоединении двух великих культур – якутской и русской. Идею слияния двух великих культур пронес в своем спектакле и театральный режиссер Федот Потапов. Смелые порывы творческого тандема драматурга Ивана Гоголева и режиссера Федота Потапова оценят лишь спустя годы. А тогда они были не поняты ни временем, ни властью. В 1958 году ставили «Утро Туймады», и все говорили, ах, как там, какие хорошие актеры, какая пьеса написана, все вот, ну, как бы легенда шла в этом спектакле. А потом печальный новость, что его закрыли. Да, его обвинили в национализме. Был скандал, да, серьезный. И спектакля больше не показывали. Потом уже из разговоров и воспоминаний мы узнали, что был протест артистов, которые хотели играть спектакль, но по политическим мотивам он был закрыт. Но потом, как сказали, в Вовкоме их судили, сказали, давайте исправляйте, исправляйте, но они не пали духом. Иван Гоголев-то, Федот Федотович, они стали, давайте еще исправим, еще пишем. И 7 вариантов есть, еще много-много вариантов они писали. Странно. И Федот Федотович восхищался Иваном Михайловичем, он бросил бы, да, к чертям, зачем мне это? А он все писал упорно и настойчиво. Чьей-то славе примкнуть не хотим, не стремимся заигрывать с властью, из хозяйских столов не едим. Нам не просто достались в подарок имена, что даны нам судьбой. Мы стараемся жить без помарок, трудовой путь равняя с борьбой. Золотистые пятна от солнца то мозоли в его небесах, и торжественно птицам поется в обновленных зеленых лесах. Ну а внукам, чтоб жили без боли, мы свои оставляем мозоли. Дружба Федота Федотовича и Ивана Михайловича Гоголева, она охватывает почти 30 лет.
Это огромный период и очень важный в творчестве каждого из них. Творческая такая хорошая, добрая дружба была. И они вот творили. И Иван писал пьесы, Федот ставил его пьесы. Почти около 20 пьес Иван Михайлович он поставил. Сразу скажу, встретились два выдающихся, талантливых из своего народа саха. Режиссер, актер, Федор Федорович был актер, и знаменитый наш писатель Иван Михайлович Гоголев. Его спектакли все, без преувеличения, были любимы народом саха. Театр был полный всегда, аншлаги были. И абсолютное доверие было. Абсолютное доверие. Ему, как писателю, Ивану Михайловичу, и режиссеру. И он говорил, он сделает так, как надо. Вот так и жили, дружили. Федот Федотович Потапов, но это явление, выдающееся в нашем театральном искусстве. Он жил, творил самое что ни на есть непростое время. Казалось бы, Советский Союз, партия, правительство, все на месте, но тем не менее он был всегда в поисках новых форм. Он искал и современную драматургию. Федор Федорович относился к жизни очень серьезный, был человек. Я вот его так представляю, в своей жизни узнал Федора Федоровича. В работе он был очень требовательный. А Иван Михайлович, он поэт же в основном. И в связи со своим другом они работали, соединялись, свою тему как-то вот, вытаскивали. Столько у них было, видимо, идей новых каких-то таких. И они как-то вот вроде бы совсем разные люди, да, и внешне совсем не похожи друг на друга. Но вот по внутренней в какой-то линии у них, видимо, очень сильное соприкосновение вот творческих сил, творческих своих возможностей, творческих планов, творческих идей. Часто приезжали к нам в Покровск, гуляли по берегу реки, много фотографировались. Зоя Петровна читала стихи, и я помню, как отец в это время был всегда такой вдохновленный. У него появлялось множество сюжетов, он очень много нам рассказывал. Он в первую очередь проверял на нас, нравится или не нравится. И, конечно, в первую очередь сказки. Так что эти сказки я все знала наизусть. Но, конечно, не предполагала, что судьба распорядится так, что я потом буду художником многих из этих пьес сказок и спектаклей также. Как мы знаем, вот Иван Михайлович, Федот Федотович, они очень создатели музыкального, огромного, большого, прекрасного музыкального творчества тоже. Потому что это очень талантливые люди. Имела честь я петь монооперу, создать там героиню Сарга Сахадова в этой опере. Моноопере, это первая моноопера. Тоже Валерий Кац, композитор Валерий Кац написал. И постановки Федота Потапова. Моноопера я исполняла одна. Я представляю, это где-то около 2 часов идет, и все, я там одна. И это надо было такую убедительно, во-первых, создать образ и спеть, и убедительно всю эту постановку и осуществить. К нам домой постоянно приезжали гости в Покровск. Очень любили бывать в нашем цветущем саду летом. И я помню, к нам в гости приезжал Христофор Максимов. И он песни свои пел, сочинял свои песни под баян. Я помню постоянно, что к нам в гости приезжал Грант Григорян. Да, он даже в свое время собирался написать альбом, который хотел назвать «Гоголята», нам посвятить.
Я очень хорошо помню постоянно посиделки с композиторами. Это был Захар Степанов в первую очередь, это был Герман Комарков, это был Кац, Валерий Кац. Все имена, которые сейчас уже стали историей. Умейте быть счастливыми, в любви со всеми жить, бродить в ночах под ливнями и с птицами кружить. Умейте грусть до донышка со смехом расплескать, в слезинке лучик солнышка сумейте отыскать. Ко всем идите с радостью, неся счастливый взор. Алмаз, горящий радугой, достаньте с острых гор. Любовь, как праздник елочный, в ней жизни бьет струя, а смерть ослепит солнечно свет счастья бытия. Федотович ему заказывал даже темы. Вот сейчас это интересует зрителей, напиши на эту тему. Поэтому Иван Гоголев во многом научился у режиссера Федота Потапова. А с другой стороны, Федот Потапов многое черпал для творческого материала, для своих сценических постановок, театральных, разных новых приемов в произведениях Ивана Гоголева. То, что он создал монументальные характеры якутских людей, это, конечно, не подлежит сомнению. Поэтому, я думаю, писатель, драматург Иван Гоголев и режиссер Федот Потапов взаимно обогащали друг друга и явились целым явлением истории культуры нашего якутского народа. Я помню, что он всегда писал. Он утром рано вставал и писал что-то вот для себя, наверное. И вот свои впечатления, вот как он должен этот спектакль поставить. Все. И вот сейчас, когда мы стали, вот режиссерские тетради Федота Потапова, вот мы хотим выпускать, да, и мы там посмотрели, когда прочитали, он, оказывается, вообще с первого курса. Человек с 7-летним образованием, с первого курса он начал писать дневники. Читая его дневники, я был потрясен, скажем так, потрясен тем, что тогда еще такой молодой человек, только 20-летний он был тогда, какое у него вот восприятие мира и как он вот это все театральную жизнь, театральные образы, как он все это разбирал, как он в жизни относился, как писал про жизнь, как совсем очень мудрый человек, да? Вот это меня очень поразило, так сказать, потрясло. И сравнивая я, допустим, себя, 20-летнего, я думал, нет, это таких сейчас нету молодых людей. Его имя гремело этим Нарасох. Он поставил в истории народа Саха такой самый знаменитый всеми людьми народа Саха любимый спектакль, который обошел всю Якутию, даже, наверное, несколько раз Нарасох.
Матагада, Сиега бойду диеттеринен болту алтыга жебеттаган коронна моспотом тарабытым ябы аяк. Симерин бас, симада. Таңара нара уаққа белек дәбіт, оттан таңара боллағына нара уақы тиеға белек тилген елгі ұлдер. Таңара бұлдар, айда бұлдар. Большие писатели очень критиковали, пишут про какие-то там, про наросох всякие. 3 дня продержится, и все, и уйдет. А держится он 55 лет. Абсолютно каждый раз, ни один год не останавливался, каждый кассовый спектакль. Поэтому и люди идут, потому что аншлаги, они хотят смеяться, они узнают себя там и якутский юмор там. В мое время, когда я еще была школьницей, там, каждый день я приходила в театр, каждый вечер. И сейчас говорят, что этот спектакль шел более 200 раз. Вот как сейчас считается, да? Тогда, значит, более 100 раз я этот спектакль видела. В своем детстве обязательно этот спектакль, если был, я обязательно приходила и смотрела. И он завораживал тем, что там играли такие актеры. Вот до сих пор у меня перед глазами стоят вот первые исполнители, и на них вот актерская работа вот на этом спектакле была очень видна и как бы составляла вот самый костяк этого спектакля. И, может, поэтому его очень зрители любили. То, что он поставил на рассох, сейчас уже такой комедии у нас даже в якутской современной драматургии нет. Вот. Вообще с Иваном Михайловичем они работали очень капитально, очень большие вещи сделали. Я помню, сидела то в кабинете у папы, бегала по балконам, в ложе сидела и смотрела вот репетиции. И вот эти вот большие, мне казались, актеры, такие достойные, с такими прямо привлекательными голосами. Я на них смотрела как на богов или вот как на картины. Ну, видать, я маленькая была, они все такие большие. Ага. И как-то вот они в памяти запечатлены, вот каждая вот индивидуальность, каждый актер это что-то. И я почему-то их побаивалась. Федот Федотович работал с актерами очень, как сказать, кропотливо и требовал свое, как сказать, видение, чтобы актер исполнил его видение. Он в театре был уже такой властный, как он на всех кричал, все боялись его. Но кричал не потому что так, а потому что, что надо было только кричать, допустим, да? Властный был. Отец был таким человеком, он очень спокойный был в жизни, вообще даже немногословный. Очень приветливые, гостеприимные. По жизни очень мягкий был. Еще я заметила одну его особенность, то, что вот премьера спектакля, и он никогда в зале не сидел. Я за ним ходила все время. А он ходил, вот там фойе было, и он в фойе, вот там дверь открыта, там, где вот ложа была, да, и он там ходил, так прислушивался, как идет это, спектакль, идет вот тон спектакля, да, вот эта атмосфера спектакля, он оттуда почему-то смотрел. Он никогда вот не сидел. А слушал, говорит, и вот по интонации узнаю, правдиво они играют или нет. И все волновался, все так ходил, бедный. Когда вот Федот Потапов ставит на сцене приемами театрального искусства, одеждой, постановкой, расстановкой героев и так далее, он как бы создает дополнительно свой образ героя. Вот в чем его мастерство. И я бы сказал, без всякого преувеличения, в «Тыгыне» и «Красном шамане» и в других Федот Потапов на сцене создал якутский национальный характер. В 1983 году назрел вопрос о смене главного режиссера. Федот Потапов был вынужден уйти из театра из-за конфликта с руководством.
пережили смену эпох, культурных эпох. Дважды, получается так. Что в свое время, когда уволили Федота Потапова, в это время пришел Андрей Борисов с совсем другой своей программой, с другой своей эстетической платформой, с совсем другим видением мира. Я думаю, что театр Федота Потапова и Ивана Гоголева, он был в то время казался уже всем архаическим. Он был такой, наверное, наивно-романтический. Театр Борисова уже тогда был скорее героико-романтический, потом перерос уже в эпический театр. И когда происходят подобные революции или эволюции, как хотите, называйте это, то, конечно, здесь уже никто не обращает внимания на судьбу людей, которые ломаются в это время. Ну вот, а когда нас попросили из Сахатеатра, Федот Федотович был очень в депрессию впал. Абсолютно я никак не могла вытащить, ничем не могла его утешить, потому что я сама была без работы, и он безработный, да. В 1985 году в Нерюнгри создавался театр кукол. Семейную пару отправили туда, чтобы основать якутскую труппу. Набрав команду из 8 человек, Зоя Петровна и Федот Федотович с легкостью освоили и этот вид искусства, много гастролировали. В 1991 году Федот Потапов вышел на пенсию, и они вернулись обратно в Якутск. Так что в 65 лет он угас от тоски. Так вот. После того, как не стало Федота Потапова, отец как бы осиротел. Он сам в этом признавался. Спектакли его не ставили. Они всему уже казались, видимо, устаревшими. И тогда он начал писать романы. И очень много работал, и очень часто говорил, что мне очень не хватает друга, его, Федота Потапова, потому что все свои произведения он в первую очередь как бы проверял на своем близком друге. И его в первое впечатление для него было очень важно. Преданные своему делу Иван Гоголев и Федот Потапов служили театру верой и правдой. Один писал пьесы, второй ставил по ним спектакли. Для них это была вся жизнь, судьба, служение. Своим творчеством они прославляли родной край, а силой театрального слова восхваляли людей, живущих в нем. Этот удивительный творческий тандем был настолько гармоничен, насколько может быть прекрасен только благословенный алгыз, когда-то написанный Иваном Гоголевым. Он и по сей день звучит как заклинание на самое лучшее, доброе, вечное. Кстати, этот алгыз, он мне, когда я работала в Нерюнгри, он мне подарил. И до двери меня проводил, говорит: Зоя, это молитва. Ты читай как молитву этот алгыз, да? Үрәнләргә үрәнү сөйгән бөттәрдән сөйгә сөрү банын туран сөйәктә бем сүгүрү сүгүрү ишегедән болдум амардан алыйдан болдум айгы тудын яхсы мол амар кудын ваттак савор хатыр сулар о хонногны андырудан келдин яхсы тудын яхем шакы со ирен кудын карасар бакарын сиритер сулар кагыс Ondan kalktım tutan gelin, toyan sergel tavruğu toxtup poko doğu suyu oturur turtun, alacıya yedi buraya korkup pakağı suya nari ağır geldin, üyeleski tüytün üyeden biye öybedin, ağın ocağıtın acıray bir adımla badın, çuğuras çoğur tuyaktaki çoğustun, toğurastun, ataktaki toğurustun, kığını kırığını bilen kalkada vakırcek, hayını samını reselen sarılan saskıdın baray, Cevakı hıçık tabakıldı toya, iletir iğun yedi